Уважаемые коллеги, вот уходит 2022 год, год образования, столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Этот год был, хоть он юбилейный и праздничным, но и очень трудным годом. И мы этот год достойно прошли. Есть у нас и печальные дни, трагические дни были, но и есть у нас и положительные, результативные события. О них я немножко хочу остановиться. Это подписание соглашения с председателем Сибирского отделения академиком Валентином Николаевичем Пармоном и нашей академии о дальнейшей нашей работе. Радостные были события, то, что были избраны 2 члена-корреспондента из наших академиков. Это Железняк Михаил Николаевич и Фредовский Валерий Юрьевич. И то, что мы успешно завершили работу с выполнением КНИ-2 этого года, сделали задел на следующий год, это, конечно, хорошо. И настроились на следующий год. Все, что в прошлом году, уходит 2022 годом. И на 2023 год, год труда, хочется помечтать и видеть 2023 год успешным, хорошим. Потому что для этого причины есть. В следующем году мы будем отмечать 30-летие организации, основания Академии наук Республики Саха-Якутия и 300 лет Российской Академии наук. Вот эти 2 большие даты, события, конечно, будут для нас как бы флагом для нашей деятельности, для творчества, для ведения научно-исследовательской работы. И мы думаем, что в 2023 году добьемся хороших результатов. И всем действительно членам Академии наук Республики Саха-Якутия и сотрудникам Академии наук и всем научным работникам республики, которые находятся под нашей опекой и координацией, так как Академия наук – это высшая научная организация, я бы хотел пожелать крепкого здоровья, пожелать счастья, успехов, и чтобы все мы были едины в науке, идеи, технологии, производстве и во всем хорошем, что окружает нас. И хотел бы за ваше здоровье, за наше здоровье поднять бокал кумыса и пожелать всем в новом году всего самого наилучшего. С Новым годом! От имени руководства Академии наук позвольте поздравить с наступающим 2023 годом, и пожелать успехов во всем, крепкого здоровья, чтобы климат в семье всегда был устойчивым. И хотелось бы, чтобы научные результаты, которые вы запланировали при участии в комплексных научных исследованиях, НОТ-Север, они получались на очень высоком уровне. Еще раз поздравляю, успехов, здоровья, и крепкого семейного счастья. Разрешите
мне выступить, да? Я постараюсь коротко подвести итог, ну, как бы, очень коротко, да? Не то, что проработали, а вели научную исследовательскую работу, внедренческую работу. Так, по всем показателям мы выполнили. Это государственные задания, это что здесь хочется сказать. Ну, и, конечно, это тоже можно в нашу правительство. Здесь большие подготовка. А остальное все они согласились. Они соглашения мы подняли тему, как-то связанную. Поэтому эту тематику мы еще развить и получится. Теперь раздел. Награждается почетной грамотой Терентьева Надежда Николаевна, ведущий специалист. Награждается Пахомов Никита Маратович. Грамотой награждается Семенова Маргарита Александровна. Награждается Фудов Алексей Григорьевич. Вы 50, да? Это награды юбиляров 2022 года. Варваре Васильевне. Это по итогам года. Что-то там. Александру Сергеевичу. Возьмите, пожалуйста. Прокопьева Евгения Левентьевна. Скрябину Василию Васильевичу. В следующем году много работы, надеюсь, да. Много работы. Такое же благодарственное письмо Павлову Иннокентию Семеновичу. Семеновой Любови Александровне. Туркибаеву Тимуру Жумгалбековичу. Винокуровой Ульяне Ивановне. Руфовой Алене Афанасьевне. Коробочка. Шамсуддиновой Ольге Гавриловне. Подарок не говорят, что Диплом за лучшие результаты работы по итогам 2022 года награждается отдел энциклопедистики. Спасибо, Всех награжденных я еще раз поздравляю с наступающим Новым годом и желаю здоровья, успехов, благополучия, удачи и, конечно, чтобы всегда у вас
было хорошее настроение, несмотря ни на что. Рабочий момент всегда бывает, да, и награждение это хорошо, и чтобы в следующем году вы еще добились больше успехов. Участникам республиканской экологической акции «Природа и мы». И позвольте мне вручить диплом, который получила Академия наук. Значит, победитель в номинации «Лучший организатор экоэкспедиции». Это в рамках 16-й республиканской экологической акции «Природа и мы». Значит, диплом вот, министра экологии, природопользования и лесного хозяйства. Позвольте вручить Светлане Николаевне. Отдел экологии. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš, skrýš a zázemíš. Это большая радость от того, что труд ценится, от того, что мы каждый день работаем, и это видит, да, руководство. Спасибо большое. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем всем счастья, успехов, главное здоровья, крепкого здоровья, чтобы у всех все было благополучно, радостно. И пусть ваш труд принесет такие же плоды, как и у нас, как и у всех в этом году, да? Большое спасибо еще раз, и хотелось бы выразить благодарность всем коллегам, которые принимают участие в составлении энциклопедии, фотографии, тексты, любая информация, поддержка, доброе слово. Это всегда очень радует и поддерживает. Спасибо вам всем большое. Спасибо. У нас были самые светлые у нас дни. Ну и 23 год у нас примечателен тем, что это 30-летие Академии наук. Мы же подписали программу, утвердили программу мероприятий по проведению этого года, 23-го года. И в том числе, там не только там выставки, всякие связанные круглые столы, но и научные мероприятия мы туда включили. Я хотел 3 мероприятия провести. Первое – мамонтовый форум. Второе – выставка, презентация энциклопедии Якутии. Третье – научная конференция. И мамонтовый форум категорически отказались, поэтому остаются у нас 2 мероприятия, которые мы должны в 2023 году провести на высоком уровне. Это выставка форум по энциклопедии Якутии, ну и научная конференция, посвященная 30-летию Академии наук нашей республики. Ну и туда же входит мероприятие, которое приурочено, посвящено памяти Василия Васильевича Филиппова. Дело в том, что все вы знаете, подписан тоже протокол, ну и вообще подписана смета даже. Смета по проведению вот этих мероприятий, посвященных президенту нашей Академии наук Василию Васильевичу Филиппову, и которые тоже мы планируем не только там издание книги памяти, но и подготовка мемориальной доски Василию Васильевичу, но и я включил проведение научной конференции по физико-техническому направлению, посвященной Арктике и субарктике. Добавил смету, Садовников подписал, так что процесс принят. Я так думаю, что Академия должна справиться вот с этими мероприятиями, посвященными 30-летию, ну и посвященную памяти Василия Васильевича на достаточно высоком уровне. Еще раз
Желаю крепкого всем здоровья, успехов в работе, ну и нормального климата в вашей семье. Хотя климат у нас меняется, но домашний климат у вас должен быть постоянно. Кухонные весы до 10 килограмм с рецептами. Стоять нельзя, товарищи. Антон, она где? Разыгрывается по истории Якутии. Почти суперприз. Почти суперприз. Подойди отсюда. Номер 6. Шансы есть на суперприз по 5000. 24. Уходит к номеру 30. И последний сертификат. Интрига достается под номером номер 19. Те, кто не выиграет, не расстраивайтесь. В этом ничего страшного нет. Повезет, любви, дела. Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи во всем. Спасибо. Номер 18, да. Gdy pak ty ptaczku mi z doma